Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. Давайте посмотрим, что же он наконец-таки о вас понял, либо узнал. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, обратитесь к нему мысленно, либо вслух, назовите его по имени, так и спросите: мой милый дорогой, что же ты наконец-таки обо мне понял, либо узнал? Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют то, что сейчас у нас скрыто. Так, и узнал, и понял. Угу. Мои хорошие, это отсыпочка общая. Имейте это в виду, да? Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Здесь мужчину показывают как очень неуверенного в себе человека, либо человека, который, например, пережил какую-то травму, психологическую травму, может быть, даже какое-то насилие пережил. Человек очень закрытый, малоконтактный, либо человек, который он вроде поверхностно общается, улыбается, но что там у него внутри, он прячет, закрывает, это никому недоступно. Мне вообще кажется, что мужчина в прошлом что-то пережил. Либо детство у него тяжелое было, либо, возможно, какие-то взаимоотношения, очень такие тяжелые, там, где его предали, там, где его обидели, где очень плохо с ним поступили. Что-то он пережил. И теперь он на всех смотрит с большим скепсисом. Он никому не доверяет. Он ото всех закрывается. Вам непонятно его такое поведение. Вы почему-то списываете, либо принимаете близко к сердцу. Списываете на себя, принимаете близко к сердцу. То есть вы его изучая, вы думаете, что, скорее всего, не до конца нравлюсь, либо я ему не нужна, я ему не интересна. На самом деле все по-другому. Просто вам достался немножко травмированный мужчина, а может быть даже и немножко. Что есть, то есть, да. Ваша встреча, она явно не случайна. Не случайно вы друг друга встретили, не случайно вы друг другу понравились. Там точно есть какой-то замысел судьбы, просто нам пока его еще не показали. Так, что он узнал про вас? От какой-то женщины он узнал о вас много вашей личной приватной информации. О том, кто вы есть, о том, как вы живете, о ваших сильных чертах, о ваших слабостях и еще какие-то факты из вашего прошлого. То есть какая-то женщина ему прям в подробностях, с деталями все про вас рассказала. Смотрите, у одних отыграется, что это, например, ваша общая знакомая, может быть, даже родственница, а у кого-то отыграется, что это, например, гадалка. Гадалка, либо экстрасенс. Прям просветила от и до. Он сидел, слушал и просто впечатлялся, невероятно впечатлялся вами. В речах этой женщины вы для него раскрылись с какой-то невероятной стороны. То есть ранее он вас воспринимал как очень красивую женщину, но такую, знаете, легкую, не стремящуюся к чему-то серьезному. То есть либо наоборот женщину, которая, может быть, какую-то выгоду ищет. То есть такое восприятие было. Скорее всего, он так всех женщин воспринимал, из-за прошлой этой своей травмы, обиды. А ему открыли на вас глаза и сказали, что вы уникальная, что вы невероятная, что вы добрая, самая честная, самая справедливая. Вы полны добродетели. У вас нет ничего дурного, лукавого, либо нечистого. Наоборот, вы как земной ангел, ангел, который воплотился на земле. Ходит среди людей, добрые дела делает. Ему какие-то примеры приводили, ему действительно очень много о вас рассказали.
Вот, и он такой сидит и думает: господи, какой я дурак, что я не понял, какая уникальная женщина мне встретилась. Либо ужасно, потому что я в ней сомневался, и я ее с какими-то другими женщинами равнял. Ой, как я был неправ, ой, как я ошибся. Знаете, у него даже подгорать начало немножко, да, от той информации, которую он получил. Да, он очень сильно насчет вас заблуждался по незнанию, либо по какому-то стандартному мышлению. Теперь ему на вас открыли глаза, даже какие-то параллели он проводил, потому что он тоже видел в вас какие-то необычные характеристики, необычные черты. И вот как все стало на места. Знаете, можно сравнить с тем, что ему мозг промыли. Ну вот в хорошем смысле слова, да, избавили его от каких-то сомнений, неуверенностей, каких-то заблуждений, да, его избавили. И теперь в голове у него там все чисто, в порядке. Так, что он еще понял? Он понял, что ему нужно обязательно, во-первых, у вас прощения попросить за то, что думал о вас плохо, что сомневался в вас. А во-вторых, ему обязательно нужно вас добиваться. Во что бы то ни стало, добиться вашего расположения. Как минимум дружбы, как максимум любви, вашей любви. Да, это, кстати, план максимум, добиться вашей любви. Кстати, девочки, он очень изобретательный мужчина, и ради этой цели он готов даже всю свою жизнь посвятить, да, чтобы добиться вашей любви. То, что он вас любит, здесь сомнений нет. Особенно последние там, несколько недель, вот прям любовь, она берет верх над всем, над здравым смыслом, над его привычками, над его суждениями, над его ощущениями. Да, любовь берет верх. Понимает, что он любит только вас, либо вы единственная женщина, которую за всю свою жизнь он полюбил. Вот. Ну, конечно, опять же, тут совесть его мучает, что он действительно как-то не очень хорошо с вами там общался, либо, опять же, плохо думал о вас. И вот он думает: все, сделаю ей подарок, буду ее добиваться, буду ползать у ее ног и просить прощения. Да. Так, еще он понял, что нельзя медлить. Потому что здесь промедление смерти подобно. То есть если я буду медлить, такую шикарную женщину кто-то другой уведет. Да, просто вот из-под носа возьмут и уведут. И что я буду делать? А если она полюбит другого? Боже, что я буду делать? Я же говорю, у него там в одном месте уже начало подгорать. Ну, вот конкретно подгорать. Плавиться и подгорать. Так, что его смущает? Его смущает то, что вы очень общительная и что у вас достаточно широкий круг друзей. Но я думаю, что здесь немножко другая ситуация. Просто думаю, что вы человек приветливый, и вы, допустим, обладая узким кругом друзей, вы очень многих людей знаете и просто всегда готовы, там, не знаю, сказать здравствуйте, поболтать о чем-то, там, спросить, как у вас дела. Да, и вот он почему-то путает эти два понятия. На самом деле друзей у вас не так-то много, у вас только самые вот как верные, преданные, проверенные временем. А знакомых у вас, да, знакомых много, и вы очень хорошо воспитанный человек, вы всегда общаетесь с улыбкой, вы всегда интересуетесь делами других людей. Ну вот как в рамках приличия, конечно. Это и есть. Это и есть. Так, еще для него, кстати, непонятно ваши отношения с вашим каким-то бывшим мужчиной. Бывший мужчина. Для него это осталось загадкой и непонятным. Почему-то он видит угрозу от этого бывшего мужчины. Может быть, у вас общий ребенок, да, с бывшим. И он думает: точно она вернется к бывшему. Что же я буду делать? Что делать мне? Хотя я не вижу здесь у вас любви к какому-то бывшему мужчине. Да, возможно, вы общаетесь, да, возможно, вы остались друзьями, либо смогли остаться друзьями, но прям любви я не вижу. А для него это, кстати, триггер, для него это маркер, для него это вот ревную, боюсь. Да, это и есть. Так, еще он понял, что только с вами он может стать счастливым. Именно с вами он может создать настоящую, крепкую, полноценную семью. Именно от вас он хочет детей. Именно с вами он хочет, не знаю, состариться, быть счастливым, жить одной жизнью на двоих.
Здесь прям на романтику его потянуло очень сильно. Так, очень важный момент касается его действий в вашу сторону. Они будут. Они будут, но вот в голове он рисует очень активные действия, очень смелые действия, но по факту это будет так, знаете, аккуратненько, либо скромненько, либо не слишком назойливо, но действия точно будут. Знаете, чем будет брать? Не качеством, а скорее количеством этих действий. Количеством, да. Ну, вот как будто бы он везде. Вот куда бы вы ни пошли, везде он. Там и звонить может, и писать, и смс-ки, и свидания. Вот просто вот везде. Он везде присутствует в вашей жизни. Будет прям лезть в вашу жизнь. Так, ну что, понял, что нужно работать, нужно действовать, и ни в коем случае вас нельзя отпустить, либо упустить. Вот так идет мне. Серьезные планы, серьезные намерения, правда, реализация немножко прихрамывает. Но, возможно, это там, только лишь в начале, да, его попыток вас добиться, а потом все улучшится. А может быть, в принципе, он такой человек. Ну ладно, не будем его тут сильно осуждать. Главное, что он все понял, главное, что он все осознал, и главное, что у него шикарные планы на вас. Ну вот на мой взгляд, да, шикарные планы. Пусть не все это осуществится, пусть не все реализуется, но он точно, девочка, будет вас добиваться. Добиваться, обхаживать, ухаживать, да, и делать вам всякого вида рода предложения. По сближению, по, возможно, даже узакониванию ваших отношений. Но он будет это все делать. Он будет. И ему нужен был этот ток информации. Да? Вот та женщина, которая ему промыла мозги, она здоровски ему помогла. Он получил очень много ценной и важной информации о вас. И теперь, девочки, он себе сам развязал и руки, и ноги, да, для того, чтобы двигаться в вашу сторону. Так, и еще. В вашем окружении есть женщина, у которой какие-то проблемы в личной жизни. Либо у нее совсем нет личной жизни, либо у нее очень такая тяжелая личная жизнь. Подруга, знакомая, может быть, даже какая-то соседка. Вот она способна из зависти на какие-то дурные поступки. Вот имейте это в виду и поменьше ей рассказывайте о себе и о том, что происходит в вашей жизни. Это будет правильно. Это такая подсказочка вам идет. Так, и еще один момент. Буквально в следующем месяце у вас пойдет раздрай, потому что у вас и личная жизнь, вот она начинает кипеть, бурлеть, мужчина вот прям двинется к вам, в прямом смысле слова, да, начнет активно действовать. И плюс у вас еще в сфере реализации какие-то очень крутые изменения произойдут. И вам нужно будет и там быть, да, и туда успевать. Девчоночки, набирайтесь сил. Смотрите, у мужчины мечта вот так вот вас на руках у себя держать, как маленькую девочку, холить или лелеять и не отпускать от себя далеко. Это его мечта, это его цель, это его намерение. Но, опять же, про себя тоже не забывайте, про свою реализацию и про свои возможности, ну, например, в работе, в делах, в заработках. Все-таки независимость очень многое дает женщине. Мужчины приходящие, уходящие, да, а вот если вы независимы, если вы самостоятельные, грубо говоря, это ваша подушка безопасности. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.